Тепло в каждый дом – это котельная гордость для жителей нового микрорайона Яндыре. Работает исправно и никогда не подводит. Как говорят сотрудники управляющей компании, на протяжении нескольких лет она считается образцовой, одной из лучших не только в республике, но даже в стране. Вот и сейчас они закончили все подготовительные работы к отопительному сезону загодя. Провели полностью профилактику всех котлов, всего насосного оборудования, задвижки, краны поменяли, все подготовили. Мы уже готовы, в принципе, к отопительному сезону. Даже если завтра же мороз настанет, мы можем в любой момент подать тепло. У меня 4 котла, 2 в резерве стоят, 2 в рабочем состоянии. Но сейчас в данный момент один котел работает, он полчаса работает, 20 часа отдыхает, потому что идет чисто на отопление, на подачу горячей воды. Там не надо много тепла, чтобы горячей воды. А зимой, когда слишком холодно, иногда редко включаем второй котел. Котельная обслуживает детский сад и несколько многоэтажек, около 900 квартир. Магомед Яндеев в новый микрорайон переехал еще 4 года назад. Признается, проблем с коммунальными благами у него и соседей практически не бывает. Вода всегда есть, и горячая, и холодная, тепло. Так, в основном нормально. Когда свет вырубают, выключают, тогда иногда приходится все выключить, а так нормально все. Но не везде могут похвастаться таким порядком. Без отопления даже в холодную зиму. Жители многоквартирных домов-близнецов на Сыркорте живут несколько лет подряд. Тепло сюда поступает из котельной, которая находится на балансе перинатального центра. Вместо положенных плюсовых градусов здесь совсем другие. Из-за халатности строительных компаний тепло не поднимается выше 5-го этажа. В этом году вопрос обещают решить. Сейчас ведутся работы по ремонту порывов на теплотрассе и подготовке котлов. Были то порывы теплотрассы, то требовалась замена запчастей насосного оборудования в котельной. В настоящее время там также инженеры работают, они устанавливают, уже предварительные данные у нас есть, устанавливают степень необходимого ремонта и затраты. Котельная, она мощностью 24 мегаватт, это очень большая мощность. Потребная мощность объектов, которые она обеспечивает теплом, 4,8 мегаватт. Отопительному сезону 3 котла, то есть это один котел у нас по потребной мощности, который запрашивается на сегодняшний день 5-мегаваттный, и 2 котла, один 5-мегаваттный и один 8-мегаваттный. 2 котла у нас в резерве. Самой котельной у нас проблем нет. К слову, вопрос, связанный с началом отопительного сезона, на контроле у главы республики. Эта тема поднималась и на недавнем совещании, где говорилось о том, чтобы повысить качество обслуживания котельных республики за счет передачи их в управление специализированной организации, минимизировав таким образом различные риски. Также Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду – один из важнейших показателей эффективности работы всех ответственных органов. Потому как готовитесь к зиме, как вы следите за состоянием ЖКХ, мы можем судить о заботе, о нуждах людей. Степень вашей озабоченности качеством жизни населения определяет степень вашего соответствия занимаемой должности. Календарная зима хоть и кажется еще далекой, но в регионе уже утвердили план мероприятий. Малгобек, Магас, Назрань и Назрановский район. Всего в республике 6 котельных центрального теплоснабжения. Особенно острая ситуация с подготовкой стоит именно в Малгобеке. Всего от централизованного теплоснабжения республики отапливаются 53 многоквартирных жилых дома, перинатальный центр в городе Назрань, административные и социальные учреждения. Там и резервные котлы необходимо менять, действующие котлы необходимо ремонтировать. Соответствующие планы мероприятий по подготовке указанных котельных к отопительному периоду органам местного самоуправления утверждены. Холода не за горами. Осенне-зимний отопительный сезон начнется в республике традиционно 15 октября. Тамара Хшагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24.